В Камрате состоялась презентация книги «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Она посвящена жизни и творчеству заслуженного композитора Гагаузии и Молдовы, основателю ансамбля «Дюзова» Семену Пометко. Автором издания стала его сестра Прасковья Кунчева. Презентация издания прошла в Доме культуры муниципия Камрат. Книга «Жизнь, отданная гагаузской музыке» издана на 2 языках – русском и гагаузском. Автор делится, что работа над изданием шла не 1 год. В нее она попыталась вложить наиболее важные моменты из биографии своего брата, основателя ансамбля «Дюзова» Семена Пометко. Здесь и детство, и юность маэстро, и творческая деятельность. Кроме этого, есть раздел, в который вошли воспоминания коллег, учеников и современников. «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Каждый из вас задался вопросом, о чем повествует книга. О талантливом музыканте, сыне своего народа и человеке с большой буквы, чья жизнь была целиком и полностью посвящена гагаузской музыке, о Семене Васильевиче Пометко, который является основателем и художественным руководителем гагаузского народного ансамбля песни и танца, а ныне заслуженного ансамбля Республики Молдова «Дюз-Ава». Сценaya teklif edilir Gaguzya Kultura Genel Bakanı'nın başın yardımcısı Alexey Karaterzi. Zaman hayırlı olsun. Saygılı misafirlerimizin, bağlı dostlarımız. Hepsinizi isterim kutlama bugünkü günde beraber kıyat açılışımı. Хочу всех поздравить с рождением такой замечательной книги о Семене Васильевиче Пометко и его творчестве, о человеке, который сделал неоценимый вклад в нашу гагаузскую культуру, возродил нашу культуру, дал, можно сказать, жизнь своими произведениями. И благодаря таким людям, как Семен Васильевич, у нас культура живет, процветает, и от поколения к поколению передаются все новые и новые произведения, творчество, танцы. Слово хочу предоставить Прасковье Васильевне Пометко, кто основал и создал этот шедевр. Сегодня мы собрались в этом зале презентовать книгу «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Юморный гагауз музыка сна пошла в которую я посвятила своему брату. И собрались мы именно в этом зале, так как здесь он провел всю свою сознательную жизнь, начиная еще с 15 лет и до последних дней. Я когда быть сестрой такого одаренного, великого человека, который первый своим талантом и творчеством прославил наш маленький народ. Это были 70-е годы прошлого столетия, когда были уже приняты постановления о гагаузском языке, но в то время все делалось очень медленно, очень робко, очень несмело. Чувство долга и гордости побудили меня увековечить память о нашем брате, а также для сохранения истории гагаузской и памяти народной. Я решила рассказать вам, дорогие друзья, какой была жизнь и судьба этого человека. Но это не просто биография. Это история жизни гагаузского народа, его печаль, его боль, его любовь. И благодаря Семену Васильевичу, его детищу, ансамблю, во всем мире узнали о малочисленном народе гагаузах. Он поставил свою цель, он поставил эту цель еще будучи учащимся 8-летней школы, так как после окончания 8 классов ему предлагали дальше пойти в школу, закончить 10-летку, потом поступить в консерваторию. Но он сам себе задал такой вопрос и решил, я должен пойти учиться, получить теоретические знания,
а потом создать что-то очень важное для своего народа. Ну, я написала эту книгу, и мне очень бы хотелось, чтобы будущее поколение нашей гагаузской сцены имело представление о творчестве одного из лучших своих предшественников и учителей, чей талант и мастерство создали устойчивый фундамент культуры нашей автономии. И сегодня надо сказать, что основу гагаузского музыкального творчества составляет музыка Семена Пометка. Мастер искусств Республики Молдова, заслуженный деятель культуры Гагаузии, заслуженный работник культуры Молдавии. Из 47 прожитых лет 27 лет руководил ансамблем, своим детищем, подготовил в коллективе своем и также в Кавказском госуниверситете немало известных музыкантов. Был талантливым аранжировщиком, фольклористом, играл на многих инструментах, писал партитуры для оркестра, сюиты и танцевальные композиции. Если рассказать о книге, вот у меня в руках книга, то книга написана на двух языках, на русском языке и на гагаузском языке. Состоит из таких вот разделов, как сначала я рассказываю о детстве, о юности, о творческой деятельности, о создании своего ансамбля «Бюзова», об истории и пути ансамбля с его взлетами и падениями, а также есть трудности, которые стояли перед коллективом. А также в книге есть раздел, где есть воспоминания о маэстро, его коллег, учеников, современников. Книга была богата также фотографиями Семена Васильевича разных периодов жизни, а также выступлениями на разных концертах и фестивалях. Конечно, книга создавалась не один год. Я очень спешила именно издать эту книгу к 70-летию Семена Васильевича в 2021 году. Ну, там были такие причины, что я не успела, но я благодарна всем, кто помог, и все-таки эта книга увидела свет. Ну, конечно, и с помощью многих людей, которые уважают маэстро и ценят его творчество, которым я хочу выразить искреннюю благодарность и сердечную признательность. Это прежде всего редактор Федор Иванович Замет, академик, поэт, писатель, главный редактор газеты «Она Сюзин». Редактор русской части Анастасия Златовчина, технический редактор Мария Дмитриева. А также художник Михаил Ярданович Арабаджи. Также выражаю сердечную благодарность Пчеловике Константине Железовой, Жиковой Анне Николаевне, директор исторического музея Вячеславу Анатольевичу Маринову предоставил нам материалы из музея, архив, где я могла выбрать афиши, которые были во времена Семена Васильевича. Малой Ольге Олегу Александровичу также за предоставление материалов из своего архива тоже благодарна, а также за финансовую помощь, которую не отказал, поддержал Анастасов Сергей Ильич. История ансамбля была насыщенной, и не только Аня еще забыла Кожакаева Анатолия Степановича, который вместе с Михаилом Ярдановичем вот сделали вот эту такую красивую обложку, очень много над этим потрудились, работали, так что я очень благодарна им за это. История ансамбля была насыщенной не только выступлениями в разных уголках мира, а так Прибалтики, Москвы, Украины, Белоруссии, Турции, Венгрии и других многочисленных городах. И также были многочисленные награды, многократно выступали на фестивалях, на конкурсах. Но ансамбль переживал также и тяжелые времена. Если рассказать с самого начала немножечко, то я расскажу только один факт. Создавался ансамбль в 1971 году после окончания музыкального училища Степана Няги 1 июля
1971 года. Получил направление в Дом культуры Камрадского района. Камрад, Дом культуры. Через несколько дней пришел приказ Фройда создать ансамбль Гагаузии именно вот в Камраде. В Доме культуры был ансамбль, был эстрадный, в котором он, будучи студентом музыкального училища, он ходил, работал здесь, выступали они на каникулах. Вот. Потом был, также был ансамбль народных инструментов под руководством Василия Федоряна. Но там репертуар этого ансамбля состоял из молдавских песен. А он же, Семен же Васильевич, решил, что он создаст ансамбль, но это будет ансамбль именно гагаузских песен и танцев. Так как он такую задачу поставил себе, еще будучи учащимся музыкального училища. Ну, там, будучи учеником, он играл в профессиональном ансамбле «Веселье» в Кишиневе. Потом они поехали в Дрезден на фестиваль молодежных студентов. Так что он там тоже проходил не только теории, которую он хотел, которой ему не хватало, но также и практиковался. С 1986 года Рюзова работал в штате Молдавской госфилармонии, совершая свои профессиональные гастроли. И в это время солистом ансамбля был Ион Бас, заслуженный артист Молдавской ССР, и также за плодотворную работу в ансамбле, за пропаганду гагаузских песен ему было присвоено звание народный артист Республики Молдова. Покажите, пожалуйста. А сейчас, дорогие зрители, послушайте этого уникального певца с уникальным голосом, который радовал не только вот молдаван, но и также гагаузов, так как он пел на очень многих языках, на русском, на молдавском, на болгарском и на других языках. Послушайте, пожалуйста, его голос. Вспомним его.
Если рассказать о пути становления ансамбля, то, конечно, в 70-е годы это было очень сложно делать. Но, несмотря ни на какие преграды, он упорно шел к этой цели. И только один пример. Если в 1971 году, уже в ноябре месяце, ансамбль предстоял уже своей премьерной программой на конкурсе фестиваля. Это было 6 ноября 1971 года. Представьте, что за 4-5 месяцев руководитель создал ансамбль, нашел костюмы, репертуар, нашел самородков, музыкантов, которые играли именно на гагаузский лад. И выступали уже с этой премьерной программой, где получили первый раз звание народный. Ну а потом эти 70-е годы, 80-е годы были очень насыщенными. В 1973 году были в Москве, были сначала на ВДНХ. Было тогда такое, правда, ансамбль поехал туда без руководителя, так как Семен Васильевич в 1972 году в декабре месяце был призван в армию. Но программа, видимо, была готова, и они могли с кем-то поехать и предоставить достойно выступление ансамбля «Дюзала». Ну а дальше приехал он в 1974 году с армией, служил он в Шостке, был дирижером, играл на кларнете в военном ансамбле в армии, да. И когда получил отпуск, приехал домой с дирижером, который попросил у родителей разрешения, чтобы отпустили его, разрешили ему остаться в воинской части, поступить в военную академию и стать дирижером. Но так как он решил однажды, что он создаст свою, ну он уже и создал уже где-то год до армии, то он этой мечте, этой цели был постоянен. Он не изменил своего решения. И после окончания армии приезжает, и начинается снова работа в Бюзове. И до Кишинев приглашали тоже в ансамбль «Флейраж». Но он только имел одну цель в своей жизни, которую он исполнил сполна. И начинается новая работа с ансамблем. Составляется новый репертуар. Ну, там расширяется репертуар, ансамбль, музыкантов больше становится, и они готовятся. И в 1978 году впервые выезжают за рубеж. Это была Венгрия, Венгерская Народная Республика, где они выступали на Дне Победы, в честь Дня Победы в Венгрии. Я очень хорошо помню, как он очень волнительно все это представлял, ну, очень с большим волнением, так как он говорит, там говорит, люди, которые очень хорошо музыку знают, разбираются. Но, несмотря все на это, они очень усиленно подготовились, поехали. И выступление было без единой помарочки, без единой ошибки. Он был очень этим горд. Потом польские кинематографисты снимали фильм о Дюзове на берегу нашего Садыкского озера. И с этим фильмом документальным выступали на фестивале. Потом 1979 год тоже был насыщенный. Ансамблю Дюзова выпала честь представить свою программу перед Молдавской строительной бригадой на БАМе. И они едут на БАМ. Это был 1979 год. И случается такое, что пропадают все партитуры руководителя. Но несмотря на это, он остановил их там за короткий период, и они выступали. Они выступали на БАМе, в воинских частях выступали, в разных городах там выступали, и везде у них был успех. В 1980 году ансамбль выступает в Москве на Гостелерадио, где получасовая программа, где там песни и танцы Дюзовы слышат во всей, ну, на территории Советского Союза. Ну, дальше
в 90-е годы уже. В 1990 году впервые ансамбль «Сова» выезжает в Турцию с концертами на фольклорный фестиваль, где также награждается медалями и грамотами. Но особенно тяжелым для ансамбля был 1994 год. Казалось бы, что все было хорошо, ансамблю дали звание профессиональный, но радости не было долго, так как в то же время правительство Гагаузии лишило их финансирования, ансамбль на грани распада. Все держалось на чистом энтузиазме музыканта и руководителя, но благодаря, наверное, людям, которые были энтузиастами, которые очень-очень любили свой народ и гагаузский язык, конечно, они продержались, и год не стал точкой творческой жизни Семена Васильевича. Что подтверждает уникальная запись. Пожалуйста, покажите. Он дает интервью нашей журналистке Анне Николаевне. Покажите, пожалуйста. Несколько минут. Прошел еще один год. Чем он был знаменателен для Гагаузи? Этот 94-й год мы как бы на самом деле уже еще 20 год. Вот. И в 94-м году как бы заново родились. Мы после ухода в филармонию мы работали в Доме культуры. И вот в этом году, в январе месяце, пришло постановление правительства Гагаузской республики о том, что наш коллектив, что это звание профессиональным, финансируем из бюджета Гагаузии. Ну, наша радость была недолгой, так как в июле месяце нам пришлось идти на свой счет в отпуск, а в августе нас вызвали, предоставили несколько концертов в связи с празднованием Гагаузии. А с ноября месяца мы уже вообще никак бы не финансируем полностью прекратить. Нас предупредили, что финансирование в марте месяце прекращается. И сегодня коллектив, как таковой, висит в воздухе. Продолжим эту проблему, но предварительно я бы хотела сказать, все-таки ансамбль, наверное, что-то сделал, может, какую-то лекцию в культуру Гагаузской республики, сделал что-то для того, чтобы пропагандировать, где вы сами выступали. Да, у нас были концерты, в основном по Гагаузии. Ну, конечно, в Камрате, в Шалме были концерты. И месяц мы были в Турции. На фестивале пропагандировали гагаузскую мелодию, танцы. Какие-то предложения поступили для будущего года? Предложили буквально на прошлой неделе позвонить с Кишинева, предложили участие в следующем году, 95-м, на фестивале в Греции. Но опять же проблема финансов, так как поездка, за поездку надо платить, и дорогу туда и обратно, это должен платить мы. И есть вопрос сейчас в финансах. Если мы изучим эти деньги, значит коллектив сможет. Вот уже 23 года вы пропагандируете культуру искусства Гагаузии. Оказывается, вы в таком тяжелом положении раньше, как сегодня? Нет, такого положения не было. Даже когда мы начинали уже в первом году, как кружок, самодеятельный кружок при Доме культуры, у нас не было проблем в костюмах, аппаратура, поездки, транспорт. А сейчас самое такое положение попало буквально вот в этом году. Очень трудное положение. Сегодня мы не имеем костюм, позже костюм филармонии. Аппаратуру тоже так собираем его эстрадного с горем пополам, чтобы дать те концерты. А насчет выезда вообще вопрос стоит, транспорта нет, бензина нет, транспорта нет, это очень трудно осуществить. А когда коллектив сидит на месте, теряет свой творческий уровень. Вот перед вами постановление правительства Гагаузской республики. Вы не обращались ни к кому, тем, которые подписали это постановление? Как же так понимать? В постановлении ясно сказано, что присваивают звание профессиональность тем, что берут полностью на обеспечение из бюджета Республики Гагаузии. Как же сегодня понимать, как же коллективы дальше развиваться, как мы возьмем мастерство свое?
ходили, и участники коллектива ходили, мы были у Кинегеляна, Топова обращались, и Малла, управляющая культурой Гагаузии. Ну, как видите, ничего, между ничего не сдвинулось. И не обещают ничего изменить? До марта месяца ничего не обещают. Я еще хочу сказать, что мы с августа месяца были за Сочи, вот вынужденные. С августа вышли, работали до ноября, до сегодняшнего дня не получили. Выходит, что у коллектива никакой перспективы нет, и может распадаться коллектив? Коллектив делается за счет энтузиазма на следующий день, потому что музыканты у нас все профессиональные, у нас все любят это дело и делают пока. Но сколько это будет возможно, я не могу сказать. В чем вы видите выход из положения? Выход, я считаю, что культуре надо уделять. Говорим много о культуре сегодня, но очень мало делаем для того, чтобы поднять культуру. Надо более серьезно как относиться к этому, потому что культура это, если, как говорит, народ без культуры не может. Нет культуры, нет народа. Тут должны как-то решить проблему. У нас все-таки только районные села, Гагаузки, наверное, можно как-то изыскать эти цвета, содержать хотя бы это два вот хороший коллектив, отечественный коллектив, Филипп, он тоже себя прошел, он тоже сейчас в таком же положении, как и был. И По-моему, правительство больше надежды на спонсоров, чем... Получается, мы так и ищем, стараемся найти спонсора, но пока ничего не приходит этого, потому что рассчитывать на бюджет уже не приходит. Но были и счастливые моменты в жизни и истории ансамбля «Дюзова». Это прежде всего выпуск единственной при жизни Семена Васильевича аудиокассеты с исполненными ансамблем, песнями и оркестровыми произведениями, разработанными Семеном Васильевичем. Красочно оформлена первая аудиокассета, явилась визитной карточкой гагаузского народа в деле сотрудничества и взаимообращения культуры народа Молдавии. Я не буду больше задерживать ваше внимание, скажу в конце, что, конечно, несомненно и бесспорно, что Семен Васильевич внес большой вклад в развитие гагаузской культуры, гагаузского фольклора, гагаузской народной музыки. И я думаю, так, это мое мнение, и думается, что все, что сегодня имеет наша Гагаузия, и чем гордится она, конечно, это бесспорно, это дело его рук и всей его жизни, которую он Добрый день, уважаемая Москва Васильевна, уважаемая Мария Васильевна, дорогие друзья. То, что мы сегодня держим, имеем возможность ознакомиться, держать в руках, книгу, посвященную памяти Семена Васильевича Пометка, это очень важное событие в жизни нашей Гагаузии. Мы не можем, сегодня по-другому относиться к такому событию, кроме как собраться и высказать свое мнение. Ну, рабочий день, понедельник, все заняты, все в делах, но вот в этой нашей суматохе, в этой нашей ежедневной рутинной работе мы должны все-таки уметь находить главное. И для этого мы есть. Для этого мы есть на разных постах, на разных, скажем, должностях, потому что культура, деятели культуры, люди, которые отдали свою жизнь продвижению культуры, созданию культуры, развитию культуры и сохранению всего того ценного, которое нам передавалось испокон веков нашими отцами и дедами, заслуживает того, чтобы мы говорили о них. Мы привыкли в нашей жизни чествовать великих людей других государств, других народов. У меня есть критическое замечание вот к этой книге. Мы об этом
говорили, значит, здесь написано 99,99% правильно. Но вот слово «маленький гагаузский народ» меня начало коробить. Нет народов больших или малых. Если это народ, то это народ. 1,5 миллиарда у него или 150 тысяч, неважно. И не бывает бескультурных народов. Степень развития культуры народа зависит от многих обстоятельств, но все они культурные, все они имеют свою уникальную культуру. И в африканской Сахаре, и в джунглях Амазонки, какие бы ни были народы, если это народ, то он имеет свою уникальную культуру. Мы тоже имеем ее, и мы не малочисленны, мы народ. Так вот, народ наш, он создавался и создается такими людьми, как Пометка. Такими людьми, которые являются нашими героями, которые являются теми, которых мы должны чествовать и прославлять на каждом шагу. Я когда создавал 3 года назад новые билеты по истории гагаузского народа, я включил туда Семена Васильевича Пометку в качестве практического вопроса, чтобы студенты изучали биографию этого человека, чтобы знали о нем. И вот эта вот книга очень хорошая помощь. Она будет, я думаю, что в каждой библиотеке Гагаузии. И из этих 300 экземпляров тиража вы, конечно, распорядитесь, но, наверное, Главное управление культуры должно 50 приобрести и раздать, чтобы в каждой библиотеке это было. Чтобы в школах могли изучать, ксерокопировать, электронную версию надо поставить на сайт Главного управления культуры, и чтобы дети наши изучали. Мы действительно должны помнить и манифестировать все то, что сделал Семен Васильевич Пометка. Он отдавал душу, он отдавал свой талант, а он был талантливым человеком. Вообще все люди, которые имеют отношение к музыке, они по сравнению с нашим братом немножко выше. Они талантливые люди. И вот он отдавал свой талант созданию не только ансамбля Бюзова, он создавал музыку, создавал народную, которая исходила от его сердца. И так можно сохранить всю ту духовную красоту, которая есть в гагаузской музыке, танцах и вообще в искусстве. Спасибо вам за это. Спасибо за то, что вы эту книжку выпустили. Можно вспоминать действительно наши те времена совместной работы. Мы люди одного поколения примерно. Семен Васильевич заходил, встречались, что-то делали, продвигали. И слава Богу, что я благодарен судьбе, что я с ним был знаком, что я имел возможность с ним трудиться. Рано, очень рано ушел человек, но он действительно как луч пронесся над землей и оставил глубокий след. Знаете, говорят в народе, человек живет столько, сколько его помнит. И скажу, что Пометка, наш маэстро, и сегодня живет. Потому что те люди, которые сегодня пришли, доказательства являются этому. Много уже сделано. Я помню свои годы, когда я еще был примаром, когда ансамбль, руководитель ансамбля еще говорила, и коллектив приходил, и все говорили, что мы должны делать что-то такое, что этот человек, который был Богом дан Гагаузии, потому что такие люди рождаются, наверное, 100 лет, остался память. Я помню, мы тогда одну из улиц Камрата назвали только новую улицу Семена Пометка. Доску мемориальную поставили у входа в ДК. И вот даже сегодня, когда заходил, видел, что это именно тот момент, что он фактически большую часть своей жизни прожил в этом зале. Да, и поэтому каждый человек, когда идет в ДК, вспоминает Семена Пометка, что его частичка, его душа в этом зале. И вот сейчас впервые услышал вас, потому что в то время нас еще не было действующим в Гагаузии. 94 год был момент, где фактически мог исчезнуть Бюзова. Я вспомнил и другой момент, 2010 или 2011 год, я уже не помню точно, это было второй раз, когда Бюзову прекратили финансирование, и фактически Бюзова прекращала свое существование. И тогда, в принципе,
примария, муниципальный совет города, мы вспомнили нашего маэстро, потому что весь коллектив говорил, что да вы что, Семен Васильевич перевернется гробом, он это не простит нам, если все-таки исчезнет Бузова. И вот мы тогда пошли на то, что Бузова стала городским ансамблем, в тот момент мы его спасли, и по сегодняшний день Бузова работает, и слава Богу, радует нас, это наша гордость. Значит, хочу отметить и поблагодарить вас. Конечно, появлением сегодня книги, ну, это наверняка то, что я с чего начал сегодня, что это вечна память, и вечно будет жить для Гагаузии. Потому что если появится книга каждой библиотеки, это уже не то, что наше поколение, это следующее поколение смогут узнать о нашем маэстре Семене Васильевиче. Большое спасибо вам. В связи с открытием филиала филармонии, Молдавской государственной филармонии, в состав которого входил ансамбль Дюзова, народной песни и танца Дюзова, в 1986 году, учась в консерватории, я была приглашена Семеном Васильевичем Пометко и Денисом Николаевичем Томасогло в ансамбль солисткой. В ансамбле я пела народные песни. Конечно, любовь к ним мне привил Семен Васильевич и Денис Николаевич. Ну, из-за того, что не хватало репертуара, мне приходилось ездить по селам и собирать репертуар, фольклор, вернее. Когда я приносила ему записи, он мог их выбирать, и на основе этого он писал аранжировки, которые звучат и сегодня. Семен Васильевич был замечательным человеком, замечательным руководителем, прекрасным дирижером. Он умел слушать, слышать солиста, что немаловажно, на сцене. Он останется в нашей памяти как талантливейший музыкант, талантливейший дирижер, руководитель, первый руководитель ансамбля Дюзова. Я очень хорошо знала этого человека, я с ним долго дружила. Когда я в молодости закончила институт искусств, я вот на этой сцене защищала свой диплом. Семен Васильевич Пометко мне помогал в этом. Он поддержал меня, молодого, как он говорил, начинающего творческого человека. Вот, и они выступали у меня на моем творческом вечере, который я посвятила тогда журналистам. Хотя я была деятелем культуры, но тогда еще во мне какие-то были зачатки журналиста. И об этом мне, между прочим, в числе первых указал и Сэм. Потому что я баловала всякими зарисовками, писала какие-то рассказики небольшие. И он говорил: обрати внимание, у тебя хороший слог. Ну что, Сэм, я обратила внимание, сегодня я много пишу. Меня уже даже в городе называют народный писатель, потому что я вот даже в поликлинике сижу, пишу рассказы, о чем говорят пациенты. И, знаете, я написала очерк о Семене Васильевиче, который нигде еще не опубликовала. Почему? Потому что я хочу сделать об этом документальный фильм, и я начинала, когда работала на телевидении, но не успела, не завершила. Надеюсь очень, что мне удастся создать студию документального и художественного кино, над чем я сейчас работаю. И одним из первых, конечно, будет фильм о Семене Васильевиче Пометко. Называется он «Восьмая нота музыки. Любовь». Потому что вся жизнь этого человека, вся его творчество, вся его деятельность держалась именно на любви. На любви к гагаузскому народу, на любви к гагаузскому языку, на любви к гагаузской музыке, на любви к нам, на любви к жизни, на любви к всему, что его окружало. В нем было такое большое чувство любви, что он казался на фоне этого большого чувства даже меньше ростом, потому что он впитывал в себя все прекрасное, чему служил. Знаете, он любил не только народную музыку, как он исполнял джаз. Он мог сесть на пианино и играть часами.
А еще когда я готовила этот документальный фильм, я встречалась с руководителями разных коллективов молдавских, и они мне говорили, что Сэм писал мюзикл. Я об этом не знала и не успела его в свое время при жизни спросить. Оказывается, он это делал втайне от всех. И нас, наверное, ждало большое открытие, еще одно новое открытие в этом человеке. Ведь он умел все. Он играл на всех музыкальных инструментах. Он играл на всех нотах человеческой души. Он играл на всех нотах музыки. Он знал их и почитал, и кланялся. И они его тоже любили в ответ. Поэтому в его душе, в его жизни всегда рождалась такая удивительная, прекрасная мелодия, которой сегодня мы все гордимся, и о которой все сейчас говорят. Сэм Паметка — это величина большая нашего настоящего, патриотического, ценного, удивительно редкого народа. Такие, как говорили, рождаются нечасто, но у нас он был. И не только он, у нас многие были, которые отдавали себя и жизнь искусству, но мы их при жизни не ценили. Мы многих потеряли из-за своего равнодушия, из-за своего непонимания, из-за своего отторжения, что ли. Они были очень одиноки, им было очень тяжело жить. Они очень скучали за человеческим общением, за пониманием, за творчеством. Они очень многого хотели и многое делали, но мы не слышали, многие пробегали мимо. Я помню день, когда хоронили Сэма. Это был зимний, холодный день, шел снег. И вот эта вьюга, которая была в природе, она как бы осталась в моей душе. Сэм, его замечательная музыка и вот этот снег. Он припорошил все и как бы олицетворял новое начинание. То есть я ухожу, но оставляю за собой чистый белый снег. Идите за мной, начните все с чистого листа, сделайте что-нибудь побольше, получше, покраше, поталантливее. Но ни у кого не получилось. То, что сделал Сэм, осталось и ушло вместе с ним. Я имею в виду в музыке. Я не хочу никого обижать из музыкантов. У нас есть замечательные ребята. Они многое работают, они многое делают. Но он, простите, он единственный. И таким останется навсегда. В его коллективе играл мой одноклассник Тодик Гриша Костев на аккордеоне. И я помню, я сидела с ним за одной партой, сколько он много работал, потому что Сэм давал много заданий. Однажды я помню, что я сказала Сэм, я хочу тоже познать, что такое мир музыки. Он сказал, что у меня не получится, потому что я слишком бегунья, это надо иметь большую усидчивость. Вот сейчас я имею большую усидчивость. Я очень хочу, а Сэма нет. И заменить неким. Но я надеюсь, что слова, мои тексты, и мой фильм, которые будут о нем, это будет музыка моей души, которая будет посвящена ему. Раскол Васильевна, большое спасибо, что вы сделали эту книгу. Это очень важно для Гагаузии, это очень важно для нас, для молодого поколения. Такие люди не должны оставаться в забвении, такие люди не должны уходить ни с чем. Вот эта книга останется как его память. Эта книга будет жить вместе с нами и напоминать, и вызывать гордость. Вот здесь сидит мой брат, я вас слушала, и я, наверное, о нем даже, меньше знаю, чем вы рассказывали нам сегодня нюансы из жизни Семена Васильевича. Я сейчас тоже начала много разных книг писать, и, наверное, надо скрупулезнее и детальнее к этому относиться. Низкий вам поклон. Марья Васильевна, вы всю жизнь провели рядом с этим человеком. Вы сейчас стали на него похожи, вы знаете, вот как-то образно. Да. Вот сидели за столом, опустили глаза, я думаю, теперь она похожа на Сэма. Два сапога пара, как говорится. Низкий поклон гагаузской земле, что родила нам такой самородок, подарила нам такой талант. И вечная слава, добрая память Семену Васильевичу, которого мы все любим, ценим, а вам за память, которую вы храните, а вам всем, что вы пришли, почтить эту память. Фактически мы
с Семеном Васильевичем жили на одной махале. Мы друг друга очень хорошо все знали. Тогда Камрад был очень маленький. И мы дети все друг друга встречались, еще в детстве все вместе играли. Но получилось так, что судьба свела нас уже по одной дорожке. И я действительно часто очень встречалась с Семеном Васильевичем. И он у меня в памяти остался как человек неутомимый, бескорыстный, безгранично любящий свою родную родину, свой народ, свою музыку. Такой мог создать только человек, который очень любил, был предан этой земле, он поклонялся этой земле. Я благодарна, что судьба когда-то свела нас вместе, и что я когда-то могла о нем написать и сохранила в архиве очень много интересного, что об этом человеке. Он фактически не знал ничего, кроме своей музыки. Я думаю, что семья это твердит, потому что он дневал и ночевал в этом доме культуры. И когда бы к нему кто ни постучался, он всегда приходил, он всегда встречал, и всем начинал сразу демонстрировать, вот что он сделал, вот посмотри, что я делал. Это же пойдет в историю, посмотри, что я создал, что я сделал. Если я радовалась его успехам, я благодарна, что сегодня тут собрались все, чтобы почтить великого сына нашего народа. Zaman hayırlı olsun. Sevgili Sinan Vasilyevic'in dostları, seviniyorum hani bugün toplandık burada, böyle bir yolculuğu günde. Seviniyorum hani bilirdim bu adamı daha küçükten. Benim babam Nikolay Vasilyevich Aramov hep derdi, sen. Ben gerçekten düşünürdüm hani öyle ona adı. Şimdi geldim Dom Kultura'yı gördüm hani Sinan Vasilyevich. Burada işi kaynardı. Çok iş uzmanı vardı, repetisiyalar, muzikantlar. Uzmanlar kaldırarlar bizim kültürü yüksek orada. Büyünden büyün görürüz hani kültürümüz gerçekten kaybetmedi. Kültürümüz var. Ben bilirim hani o gezerdi köyden köye Sinan Vasilyevich. Toplardı boncuk bu güzel bizim folklorumuzu, oyunları, müziği, rubalar. Muzikantlar hem güzel havaları göstersinler hem de güzel giyimleri olsun. Çok interview yaptım maestrolarla, Moldova devletin maestrolarıyla, Nyamsu, Çuhri, Bodgros. Onlar hepsi yüksek notalardılar bu bizim talantlı artistimizi, Sinan Vasilyevich Pametka. Anladarlar nasıl değişerdi partituralarla, nasıl scenaya çıkardı birlikte. Çünkü Moldovan havalarını bizim orkestra kolay gösterirdi. Ama Moldovan artistleri, muzikantları biraz daha zorlayacağını, burada yardımcı olardı Sinan Vasilyevich Pametka. Bunu nişanladı maestrolar interviewlarında bana. Söyleyeyim hani bıraktı Sinan Vasilyevich bir iz, sanırım ki az. O dileyici girdi bizim historiamıza, bizim kültürümüze. Derler hani büyük sevgiden doğur güzel büyük meraklı işler. Öyle de oldu. Bilirim nasıl kız kardeşi Praskoya Vasilyevna bu şarkına onun nasıl cana yakın, nasıl duygulanardı, anladardı, nasıl toplardı kırıntı, hepsi canını neyle bağlıydı Sinan Vasiliyevich'in adı. Görte kanalı biz çok yardımcı olduk. Çünkü bizim arşivler sanırım ki bizde de o kadar yok, ne kadar biz verdik Praskoya Vasilyevna. Çünkü bizde biraz problemi var. Yok yanında toplama arşivlerimizi ama Praskoya Vasilyevna toplamış. Zaten onları bugün gördünüz. Çok işler detayı var. Praskoya Vasilyevna yazdığı güzel bir kağıt kız kardeş olarak, büyük kız kardeş olarak kendi bakışını gösterdi. İkinci. Ama kız kardeşin bakışını siz burada açıkladınız bu kağıtta. Şükür ederim size hani var böyle kağıt. Hani bu kağıtla biz göstereceğiz. Uşaklarımıza hani vardı benim olacak. Var böyle adam. Var bizim yaşamımızda, bizim kültürümüzde. Sağ olasın. Sen de isterim. La verin yürü sonucu.
Салют. Добрый день, дорогие друзья, поклонники сцены, светлая им память. Я благодарен судьбе, благодарен моей мамочке, светлая память, которая привела меня в 70-е годы в ансамбль «Дюзова». Я к оркестру не имел отношения, имел отношение к хореографии. Я танцевал под аккомпанемент оркестра «Дюзова». Очень запомнился мне один момент из моих танцевальной хореографической деятельности на этой сцене. Возглавлял управление культуры Пима Артемовна, светлая память, Маринова. Ансамбль «Дюзова» танцевал, как я играл в произведения разных народов, да, разных национальностей. В программе был танец, русский народный танец, в исполнении, в нашем исполнении. Она присутствовала на репетициях, и при очередной репетиции она произнесла такую фразу. Ребята, посмотрите на Юрия, как он характер передает этого танца русского, да, характер. Вот я к чему это рассказал и вспомнил. Семен Васильевич, Константин Гермик, Авраам Грися – это прекрасные люди, светлая память, которые умели и передавали характер гагаузского народа в музыке или в танце. Очень приятно было увидеть здесь на экране наше творчество работников Камрадского телевидения. Здесь присутствует даже Георгий Казанжи, который, может быть, забыл. «Ион Бас» съемка впервые была произведена мною и Сергеем Бежанари. Мы впервые попробовали, вы, музыканты, сейчас меня поймут, о чем я говорю. Чистый звук, да, вы слышали? Значит, что мы сделали? Мы подключились к камере и к пульту звуковому, да, Григорий? Вот он машет головой, он вспомнил, как это было. Это была первая съемка, которая была запечатлена на видеомагнитофон в оригинале. Видео и звук. Потому что основатель Камрадского телевидения Илья Анастасов, он такой же патриот был, как и Сэм, и Константин Гермик, и Авраам Кися. Это люди-патриоты, это гагаузы, которые, ну, как это правильно говорят, до корней мозга. Они пропитаны вот этим чувством патриотизма и любви к гагаузскому народу, гагаузской культуре, гагаузскому языку. Он также требовал с нас, чтобы мы боролись за качество звука и картинки, чтобы все это сохранить, как вы видели сегодня, спустя более 30 лет, да, Наталья? Да, это съемка 90-х годов. Да, и, конечно, хочется завершить, наверное, все-таки на приятной ноте, или как правильно. Мы с Натальей долго подбирали, какие цветы взять сюда, идеально. И пришли к общему выводу, что все-таки нужно подарить цветы, которые должны дальше жить и цвести. И поэтому, Прасковья Васильевна, мы и Мария Васильевна, да, мы хотим преподнести эти цветочки, которые вы будете поливать, за ними ухаживать, чтобы они не увядали, как и память о прекрасном маэстро Семене Васильевиче Фоменко. Считать стихотворение слишком рано, от нас уходят великие маэстро. Пришла, в глаза мне посмотрела, сказала, уходите мне срок. Меня ничуть не пожалела, но жить бы в жалости не мог. Я отыграла, и жизнь и пьеса оставит память обо мне. Не плачьте вы, какого беса? Я буду рядом, на луне. Уже не чувствую я боли, душа минует потолок. Я вам оставил свои роли. Я отдал вам все то, что мог. Я ухожу, не плачьте, бросьте, хотя какие там года. Жаль, на земле мы только гости. Аплодисменты, господа. Большое спасибо за сохранение очень любой поэзии. Он любил читать восточных мудрецов,
и запоминал всякие прекрасные афоризмы. Он очень был начитанный. Уважаемые гости, мы приглашаем на сцену солистов профессионального ансамбля «Дюз Ава», которые начинали свой творческий путь под руководством Семена Васильевича Пометка. Встречайте, Мария Кыса, Андрей Стояногла, в сопровождении гагаузского ансамбля песни и танца «Кадыджа» предприятия «Молдова концерт» исполняет для вас всеми любимые песни. Çocuklar